أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Дорогие мои братья, иншаллах, сегодня мы большими ложками будем в наших сердцах размешивать и выявлять ту необходимую любовь, которая должна быть в наших сердцах по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. Вы уверуете в Аллаха, и вы уверуете в Его посланника, и в тот нур, Коран, который я не спаслал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В другом аяте Аллаху Та'аля говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. Я отправил тебя, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, свидетелем, радующим и пугающим, свидетелем всем умматам и всем пророкам, и также радующим всех уверовавших, что для них рай, увещевающий всех грешников, если они не уверуют Аллаха, что для них будет ад. И я, говорит, отправил тебя радующим и увещевающим, чтобы они уверовали Аллаха и уверовали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, дорогие мои братья, для нас является обязательным уверовать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Иман обязует, чтобы мы уверовали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если хоть даже появятся на земле люди, которые говорят, что мы веруем истинному единому Аллаху, но не признаем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, их иман в Аллаха не принимается. Условием для того, чтобы у человека принимался иман, его иман должен быть связан с любовью и верой в посланника Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний Аллах в Коране говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. Ати'у Аллаха ва ати'у Расуль. Вы подчиняйтесь, уверуйте Аллаха и уверуйте посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Если человек верует Аллаха, но пророка не признает, его иман не принимается. Если человек верует в пророка, но Аллаха не уверовал, или не говорит, что Аллах Он един, а говорит, что богов троица и так далее, то его иман также не принимается. В другом аяте Аллаху Та'аля говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Аллах говорит: Джалля Джалалу. Ты, говорит, им скажи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Ты, говорит, скажи людям: о вы люди, если вы говорите, что вы любите Аллаха, последуйте за мной, говорит. Скажи, говорит, им: если вы любите Аллаха, последуйте за мной, юхбибкумуллах, тогда вас полюбит Аллах. Значит, когда человек поднимается на уровень, когда он начинает любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и следует за ним, он поднимается на тот уровень, в котором его Аллах любит, джалля джалалу. Не тот уровень, когда он любит Аллаха. Если человек любит пророка, алейхиссалату вассалям, он возвышается на уровень, когда Аллах, джалля джалалуху, начинает любить этого своего раба. Ты, говорит, им скажи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, если вы любите Аллаха, то вы последуйте за мной, тогда вас возлюбит Аллах и простит Аллах ваши грехи, воистину Аллаху Та'аля прощающий и милостливый. И также, дорогие мои братья и сестры, мы обязаны любить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Больше всего, что существует на этой земле. И когда мы будем любить пророка, алейхиссалату вассалям, больше, чем все, что сотворено Всевышним Аллахом, только лишь тогда наш иман полноценный. Любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах сделал связанной с и нашим иманом. Сказал: ваш иман неполноценный, пока ты не полюбишь пророка, алейхиссалату вассалям. Для того, чтобы наш иман был полноценным, Аллах сделал условия, чтобы мы полюбили пророка, алейхиссалату вассалам.
Джалля Джалалуху, Всевышний Аллах, одном из аятов Корана говорит: Бисмиллахир Рахманир Рахим. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Ат-Тауба, 24 аят. Всевышний Аллах говорит: ты, говорит, им скажи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, если ваши родители, если ваши дети, если ваши братья, если ваши жены, если ваша семья, если ваше имущество, которое вы приобрели, или если ваша торговля, за которую вы боитесь, что вы, значит, будете обанкрочены, если ваши жилища, в которых вы проживаете, если все это перечисленное будет для вас любимее, чем Аллах и чем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ты, говорит, им скажи: фатараббасу. Вы ожидайте. Скажи, говорит, им, чтобы они ожидали. Что ожидали? Хатта яти Аллаху би амри. Ты, говорит, им скажи, о Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, если все это перечисленное будет больше любимее для них, чем наша любовь к Аллаху, чем пророк, алейхиссалату вассалям, и чем распространять религию ислам мечом, словом и так далее, то если чем это все, вот это перечисленное будет для них более любимее, ты, говорит, им скажи, чтобы они ожидали гнев, наказания Аллаха. Значит, тогда, когда мы начинаем любить имущество, жен, детей, родителей, все, что мы накопили в этой мирской жизни, если в наших сердцах любовь к этим вещам будет занимать большее место, чем любовь к Аллаху или посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллаху Та'ала предупреждает, и Аллах говорит: вы ожидаете, что я на вас отправлю, значит, наказание. Инна Аллаха ла яхдил каума аль-фасикин. Воистину Аллах не наставляет на правильный путь грешников, которые, значит, мирское предпочитают больше и любят мирское больше, чем Аллаха и больше, чем посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хадисы, которые приводятся от Анаса, радийаллаху анху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илайхи мин валидихи ва валадихи ва наси аджма'ин». Раваху аль-Бухари. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: ни один из вас полноценно уверовавшим, ни один из вас не будет до тех пор, пока вы не станете меня любить больше своих родителей, больше своих детей и больше всех людей. Значит, для того, чтобы наш иман Аллаха и посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы иман был полноценным, Аллах сделал, значит, связанную любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, что посланник Аллаха, он живой. Мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он живой. Мы знаем хадисов, достоверных хадисов, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: все ваши деяния, которые вы совершаете, ангелы показывают мне их. Если я среди ваших деяний найду хорошее, я смотрю на ваш хороший амал, и я, говорит, восхваляю Аллаха, говорю: альхамдулиллах. Человек из моего уммата сделал вот этот хороший амал. Радуюсь, говорит я. Если, говорит, один из вас согрешит, то я, говорит, когда вижу, говорит, ваш грех, я, говорит, прошу у Аллаха, чтобы Аллах Та'ала простил вас. Разве эти такие слова может говорить пророк, алейхиссалату вассалям, который является мертвым? Расулуллах, он живой. Души шахидов не умирают, а души пророков, они более достойны, чтобы они не умирали. Нур пророка, алейхиссалату вассалям, и по сей день есть на земле. Нур пророка, алейхиссалату вассалям, отражается на сердцах всех мусульман. Почему тогда мы не чувствуем этот нур посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Когда на зеркало падает лучи солнца, там же бывает отражение, правильно? А почему мы не чувствуем сегодня отражение нура посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который является живым? Потому что это зеркало испачкалось. Эти наши сердца, когда на зеркало налипают черные пятна,
Когда наше зеркало пачкается, она перестает отражать лучи солнца. И когда наши сердца испачкались, дорогие мои братья, мы перестали ощущать нур пророка, алейхиссалату вассалам. Как это ощущают большие вали Аллаха, приближенные к Аллаху, они ощущают этот нур, находятся в хузуре с Всевышним Аллахом. Они находятся с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они садятся с рухом пророка, алейхиссалату вассалям. Они общаются с рухом пророка, алейхиссалату вассалям. Они по ночам видят посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что их сердца чистые, и на зеркалах их сердец отражается нур посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Давайте, дорогие мои братья, мы очистим, будем стремиться очищать наши сердца, чтобы на наших сердцах также появилась лучинка нура посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и чтобы мы истинной, полноценной, огромной любовью любили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы наш иман стал полноценным. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуh.